Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. Как я и обещал, в этом году я буду показывать и освещать охоту на дикого перелетного гуся в Якутии. Сейчас, друзья, мы находимся в Булунском районе. Прилетели мы сегодня, потому что открывается сезон охоты сегодня ночью. Вот. И сюда мы добирались, получается, перелет из города Якутска до поселка Тикси. И дальше с поселка Тикси мы добирались на автомобиле. Вот. У ребята здесь ежегодное место, где они охотятся на гуся. И в этом году они меня пригласили снять этот сюжет для вас. Итак, приятного просмотра. Сейчас будет сюжет. Вот столько у нас вещей. Приехали мы ночью глубокой. Сейчас через час открывается охота. Вау, посмотрите. Вот они, вот они, вот они. Красавцы летят. Охотники увидели дичь. Вот так вот нас встречает тундра. Тундра нас так встречает. Ребята там сейчас будем обустраиваться. Ну а вы, друзья, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем нашу охоту на перелетного дикого гуся в Якутии. Давненько у меня не было сюжетов про охоту, но в этом году я решил возобновить. И возобновлять я буду с этого чудесного места. Это у нас охота в Булунском районе на гуся. Так, друзья, по приезду нам теперь нужно выкопать место под... В общем, это такой сарайчик, где компания охотников ежегодно охотится. Вот. И каждый год переметает. Ну, это тундра, здесь суровые условия. Как вы видите, хорошо метет. Посмотрите, сколько нынче снега. Николай, как нынче со снегом? Много, нет? Нормально. Снег твердый, да? Твердый. Так, наши герои. Николай. Здесь работает всем известный директор ювелирной компании УРУ Моисей. Вот, собственно, он меня и пригласил в эту поездку увлекательную. Здесь у нас Афанасий. Вот. И такой же, как я, новичок, Гаврил. Гаврил, твои первые впечатления? Очень нормальные впечатления. Ну как тебе дорога вообще, как пейзажи, вот это все. Ты был раньше тут? Нет. Первый раз, да? Впервые все это видишь, да? Никогда. Ты вообще когда охотился на гуся раньше? Нет, впервые. Впервые, да? Вот, ну вот, значит, все у тебя будет первый раз, как и у меня тоже. Новобранец. Да, я в тундре первый раз тоже охочусь. Вот, а здесь сейчас будет, вот смотрите, вот такой вот домик. В общем, это деревянный сарай сколоченный, просто вот, как говорится, из досок и гвоздей. Вот. Посмотрите. Вообще сейчас, ребят, знаете, сколько времени? Сейчас уже 12 ночи. Вот. Здесь такая одна сплошная нара идет.
И еще две есть нары, которые как второй ярус создают. Потолок здесь где-то 2,20. Вот я стою. Высота. Имеется вот такая печь. Печку ребята забирают домой, потому что здесь печки, это в тундре очень большой дефицит. Хорошие печки по цене золота. Вот ребята зато всегда оставляют соль, рис, какие-то продукты там, чтобы человек мог себе приготовить еду, поесть. Ну, соответственно, на плитку там, не знаю, что с собой обычно люди возят. Вот, посмотрите, здесь идет полностью работа, вот такая вот, по расчистке снега. Это обязательно первая процедура. Моисей, а это что за печь? Старая, да? Ага, это старая печка. Ага. Но она на всякий случай, да? А, ну да. То мы вот эту новую с собой возим. Ага, а Ну, старая старая она что? остается тут. Так, вот, видите. А, вот она что. Понял, понял. Так, друзья, первым делом по приезду, так как у нас охота будет несколько дней, нам в современном времени обязательно нужны гаджеты. Человек современный уже не может жить без гаджетов. Обратно. И поэтому у ребят есть вот такая система специальная. Не забываем, что мы находимся на севере. Мы даже вещи еще до конца не перебрали. Вот такая вот куча вещей. И ребята поставили вот такую панель. Вот смотрите, все тут соединили проводами. Здесь имеется технологическое отверстие, через которое, собственно, попадают вот эти провода сюда. Угу. Давай, руки. Моисей у нас Никитич мастер этот, как его, электрик, с этим, с допуском Да. к этому оборудованию. И этот надо. И поэтому он занимается только монтажом. Да. Вот была. У него есть специальный разряд. Только у него есть в этом. Мы ему только доверяем. И там есть специальные место для крепления, видите, ежегодное, где оно и крепится. И, соответственно, специальная полочка, куда ложатся телефоны и заряжаются. А также, друзья, здесь небольшой экскурс. Вот такие календари висят. 21 год. Здесь у нас 23, а по всей видимости в 22 году было мало календарей, из-за этого вот так вот. Я поставил готовиться супчик. Сегодня у нас оленинка и чубуку. Это снежный баран горный. Вот такой вид, друзья, с утра. Итак, дорогие друзья, дорогие охотники, хочу вам немножко рассказать про наш магазин Егерь в городе Якутске. Во-первых, здесь, в этом магазине, я буду использовать чучела из этого магазина. Вот такие вот пенополистироловые гуси. Это у нас белолобый и гуменник. Также у них имеется очень большой ассортимент всевозможных чучел уток, гусей и тупанов. Тупаны идут вот такие вот, размер магнум. Это большие очень тупаны. И издалека будут приманивать вашу утку. Также, друзья, в этом магазине мы приобрели патроны для этой охоты. На тот момент это были самые доступные патроны в городе Якутске. Самый большой ассортимент патронов был. Также удобное расположение магазина. Он находится в самом центре города Якутска, на площади Орджоникидзе. И второй магазин имеется у них в автовокзале, что для жителей районов, улусов очень удобно зайти в магазин и купить что-то
себе в район. Но патроны находятся все именно на площади Орджоникидзе, у них оружейный отдел. Здесь имеется большой выбор также одежды, снаряжения, бронирования. Скоротки имеются, лодки имеются, москитные сетки и все, что связано с туристическим сегментом, рыболовным, охотничьим. Поэтому, друзья, прошу обратить ваше внимание на этот магазин и всем приятного просмотра. Хорошей охоты. Спасибо. Ну а вообще в планах сегодня немножечко сейчас покушаем, начнем, ну, дособираем вот этот домик, так скажем, наш базу, дособираем вещи и будем охотиться. А потом как ты ее включаешь? Собственно, ночевали мы вот в таких вот, на таких вот матрасиках. Ну, у ребят попался дефектный матрас, будем искать причину. Где-то он пробит в каком-то месте. Вот. Он сдулся, но наш еще держится пока что. Так, сейчас вот Гаврил пошел добирать своего гуся, которого он только что подстрелил. Гусь упал прямо по курсу. Вот так вот. Лево, лево, ловись. Далеко от тебя, скажи. От тебя далеко еще. Мукалида. Укол өмір дүйемір. Так, Гаврил подходит к гусю. Гусь подранок. Где-то в километре, да, он? Ну, не в километре, может, метров. 700 опять. Да, где-то 700 метров. Сейчас будет добор. Добор гуся подранка. Потом возьмем интервью у Гаврила, как у него ощущения. По нашим советам он... Ну, это двигается, бежит, по-моему. Да, гусь немножко передвигается. Ну, вот здесь уже стрелять нужно. Еще далеко. Ты уже в Хаямане? Ты давай уже Хаяма. Потихоньку. Хат ерсирер была, тонности. Сам смотри. Сам смотри, потихоньку, давай иди. А ты нахуй, что бегает еще? Короче, алар балланы тебе өтте разу. В область головы пусть стреляет. Ух ты, ёб. А, ёб. Все, вижу, видимо. Блин. А чё он не стрелял-то, я не пойму. Так, ну вот, друзья, вот так вот у нас сегодня проходит охота. Первый день нашей охоты. Ребята все, значит, легли вздремнуть. Проснулись все рано. Маленечко постреляли гусиков. Вот. И сейчас мы с Афанасием дежурим. Пьем компотик с печеньями. И ждем налета. Погода немножко подпортилась. Это побережье. Ничего не поделаешь, на побережье такая погода.
Вот. Получается, вон 2 гуся летит. Так, ну, именно такую погоду любит местный гусь, говорит Афанасий. Ну, не то чтобы любит, а именно передвигается в такую погоду. То есть летит по поземке, то есть ну, по земле летит, ну, на небольшой высоте, так скажем. Вот, огибая все вот эти рельефы, неровности. Ну, охота, я вам скажу, прикольная. Охотимся мы сидя. Я вообще сижу на этом стуле. Вот, стул такой вот крутится. Давайте посмотрим, как мы расставили расстановочку, чучел. И как вообще здесь обустроено быт, собственно. Здесь у нас оружие. Вот так у них бойница вот такая. Подставочки есть, такие углубления под ружье. Ну там камера стоит, все это понятно. Вот так вот все наши вещи лежат. Пока мы еще не разобрали. Ну, особо пока в этом и не нуждаемся. И вот так вот стоят чучела. То есть вот здесь вот это как бы калитка, не знаю. А здесь вот снег лежит, он прям вот как ступеньками вот поднимаешься наверх, и тут стоят чучела гусиные. Чучела и профили. Чучела и профили стоят. Вот так вот выставлено. И все. Все, больше ну, ничего тут нету. Но это просто вышедшие из строя, так скажем. Вот там у нас соседи недалеко от нас. Проживают они вот в таких тоже компактных сарайчиках. Вот. Вот здесь их техника. Вон они ходят, что-то там делают. Вот соседи у нас есть. Там тоже есть. Все доброжелательные соседи. Вот так вот. Так, здесь у нас отдыхают ребята. Гаврил, Николай, Моисей. Я, значит, подтапливал печку, ну и веду дежурство, собственно. Вот там мы дрова запаслись, супчик и система зарядок. Вот здесь вот получается с солнечной панели идет на преобразователь, ну на аккумулятор, и от аккумулятора питается уже преобразователь. Через преобразователь мы заряжаем все наши гаджеты. Вот. У них есть усилитель сотового сигнала. Там он снаружи стоит. Ну и все, в принципе. Такая они хитрая. Такие нехитрые, как говорится, гаджеты. В общем, хотите прикол? Пока я вам сейчас рассказывал про то, что в эту погоду отлично летает гусь и так далее, циклон закончился. То есть пока ходил, делал обзор и так далее, рассказывал, циклон закончился. Воду мы, кстати, берем вот так вот. Это лед. Подстрелили гусика. Сидит вот он, подранок. Сегодня у нас яичница. Вот 2 лотка можно на наших авиалиниях перевозить бесплатно. И мы привезли яйца. Ну и здесь как бы с утра обязательно
Кто-то находится всегда на Фоксе. Следит за... Кстати, мухи ожили, несмотря на то, что 0,2 градуса, минус 2 по ночам. Но, как видите, это не мешает мухам прекрасно себя чувствовать в этом сарае. Сегодня поставили вон там флюгера, чтобы он двигался, крыльями махал. Вот. Обратите внимание, что все гильзы собираются сразу. Видите, не мусорится ничего тут. Так, друзья, ну вот настает обед. На обед нужно что-то приготовить. И сейчас приготовим типа плова. У нас есть мясо оленя дикого, есть мясо чебуку. И будем готовить на мясо дикого оленя. Что-то типа плова. Так, на закусочку у нас пока готовится плов. Вот такой чудесный омуль. Афанасий, это откуда вы омуль? С моря, да? С моря, ага. Морской, местный, северный омуль. Вот так вот выглядит. Холодного копчения причем. Просто обалденно. Обалденно. И еще мы тут продолжаем готовить плов. Нарезаем мясо. Там лучок уже обжарился с рисом. Ну и с этим, с луком. Как омуль, ребят? Ну-ка, отзывы. Вообще, отлично. Да. Это вот коронная фишка, друзья. Омуль. Омуль, чир, нельма. Какие тут еще рыбы есть у вас? Муксун, наверное, да? Сик. Ну, а сетерны не будем говорить, она как бы за рыбу не считается тут. Его просто завались, да. Хариус. Так что вот такой вот прекрасный омуль. Афанасий сам, наверное, коптил, да? Да. Вот так вот. Домашнего копчения. Вот так вот. Вкуснятина. Вкуснятина. Вот, посмотрите, друзья. Вот так вот. Мы сейчас покажем кусочек. Пожирнее который. О, Пальцы осторожно. пальцы осторожнее, да. Можно проглотить пальчики. Вот так вот он светится весь. Вот такая вот красота, друзья. Гаврил сегодня добыл своих первых гусей. Расскажи впечатление, как у тебя получилось? С утречка. Дело было с утречка. Впечатление очень хорошее. Ну, есть разница стрелять вот утку и гуся какая-нибудь? Только в результате добычи, наверное, да? Сама добыча как? Для охотника самое заветное желание это добыть гуся, наверное, да, на утиной охоте? Правильно? Когда увидишь гуся, прям сердце бьется, да? А здесь гуси кругом, да? Кругом рядом, да? Так, друзья, значит, по традиции, ну это по моей традиции, вот такой вот календарик Афанасию. Вот рыболовный, лунный календарь рыболова. У ребят у всех есть, всем уже такие календари уже дали, поэтому Афанасию дарим календарь. Все, спасибо. Рыбачишь? Да. Будешь ловить рыбу. Здесь вот Это? старые. А, кстати, тут даже висят наши фонари, эти как календари. Можем здесь еще повесить час, еще другой.
Все, спасибо большое. Пожалуйста, пользуйтесь. Как это? Так, вот есть такой вот приблуда, вот такая у нас есть. Здесь, в общем, вода. Вот это наша вода. Дозатор. Дархан. Дозатор воды, да. Дозатор воды. Да. И вот она получается 925 пробы. Да? Серебряный. Ты что? Ага, очищение уже идет. Покажи, вытащи. Покажи, как она изготавливается. Ну, вот это, друзья, это вот Гаврил работает в компании УРУ уже много лет. Он является кем? Технолог, да? Технологом. Технологом, да. Вот он сейчас может вам рассказать про эту штучку такую вот, Вот классную. резинку мы заказываем, ну, на Валбересе, там всякое, их много. А вот уже эту основную часть уже, Изготавливаете сами, да? да. Уже отливаем Ага. методом литья. Ага. Хорошая, удобная вещь. Да, тем, кто любитель выехать на природу, да, Вот так. на рыбалку, на отдых. Друзья, формы заказывать можно абсолютно любые. Вот какие изделия вы еще делали, кроме вот этого прикольные, ну, дозаторы? Там были рыба ну, разные. Серпом, молотом, да? Ну, можно и с газовым ключом были. Там олени, бараны, короче, всякого вида. Да. Да. А для рыбаков вот можно заказать, чтобы здесь во рту еще такой крючок был? Можно, да? Конечно. Крючок Всякое. такой во рту торчал, да? Да. Или блесна, или там щуку, да, такую там, типа блесну там, да, глотает, или там тайменя, да? Можно же заказать, да? Да. И мы еще рабочую блесну тоже делаем. Я сам на них этих, Рыбачишь? да, рыбачил потихонечку. Хорошо. Работай Да. на серебре, это хорошо получается. Можно пить воды, да? Да. Дархан. Очищенное серебро. Здесь еще, друзья, кроме этого, есть тоже интересная штука такая. В общем, мы тут стараемся как-то разнообразить наш быт. О, Дедушка это Баянай. уже дедушка Баянай. И тут эти наши праздники. Сегодня какой праздник? Да. Пропустить. Вот недавно был Лекюрекуна. Хомрах, Черт, мы его не отмечали, надо бы отметить. Хомрах, Кумары. И вот тоже как-то туда. А ближайший праздник какой? Ближайший это Бесин Ишкуна, это 3 июня. Андыкуна. О, 3 июня будем отмечать праздник. Да. Вот так вот. Сейчас будем думать место, куда бы это прилепить. Вот. Ну вот так вот поспали мы. Вчера ребята отдыхали здесь. В общем, мы тоже отдохнули. Вчера пораньше лег спать. Слава там. Рядом. Так, вот здесь вот не перестаются работы по благоустройству. Никогда. Сегодня у нас в планах еще пойти склад подготовить для складирования добычи. И... Ну и все, наверное, пока что. Все остальное вроде с утра сделали, ребята там снег почистили и так далее. Ну как сегодня? Сегодня как у нас этот гусь-то по прогнозу? Летит или чуть послабее, чем вчера? Слабее. Я что-то как будто подумал послабее, да? Мне показалось Ну, тоже. Ветер, погода, снег. Пока что погода не очень. Не поэтому позволяет, да? Пока ждем. Но... Как-то так. Ну у нас еще несколько дней. Сегодня всего второй день охоты, поэтому нормально. Соседи к нам. Кстати, подъезжали соседи, да, поговорили, пообщались. Ребята из Азербайджана или из Таджикистана, или откуда они там? Азер был, подтади? Армен. Армян был. Армянин? Армян. А то армянец. Армян деді. Армянин. Вот так вот. Мағлауы кейіне. Для всех охотников. Вот этот надо было, по идее, вот с этого края забить, наверное, да? Чуть-чуть. Тогда они ровно пошли бы, симметрично. Следующий.
Так, друзья, ну, сегодня я хочу рассказать о своем ружье. Это не реклама оружия, но на охоте, как вы знаете, люди ездят с ружьями для охоты. Вот. Ну как, ружье у меня Fabarum фирмы. Это итальянская рабочая, ну как, итальянский бренд Fabarum. Модель Line 368. Это считается одна из самых рабочих моделей, неприхотливых именно вот итальянского ружейного промо. То есть обычное рабочее неприхотливое ружье, бюджетное. Когда-то я его купил за 50 тысяч в далеком 2012 году, наверное, или в 2013, что-то такое. Вот. За 52 тысячи в 2013 году. И вот у меня сейчас вот я за все это время, да, за вот все эти года, я разобрал, получается, газовую поршень, газовый поршень. То есть втулку газового поршня. Вот саму втулку, вот она вот так вот выглядит, она латунная. Ну, в смысле, я ее снял с механизма, да, вот саму втулку, и впервые ее разобрал. Тут идет пластиковая вот такая вот накладка. Она вот сюда вставляется. И решил ее почистить. Ну, за все эти сколько, ну, 14 лет она вот она. Вот здесь вот нагар внутри. Именно вот эта вот втулка, она получается первый удар газа. И потом дальше толкает поршень. Ну, вот в таком состоянии она себя вот чувствует. Вообще ничего с ней не стало абсолютно. Обратно вот этот пластик вставляем сюда. Нужно его вставить, потому что вот она все. И вот так вот этот пластик вот здесь крутится. Вообще ружье как бы очень хорошее. Много у меня провело со мной много охот. Я каждый год практически выезжаю на утиную охоту, на гусиную. На гусиную редко, но на утиную часто. Вот. Осень, весна, все сезоны. Вообще не клинит. Редко бывает не выбросы из-за того, что сидишь в песке, когда вот на гусиной охоте, когда в песке окапываешься, да? Вот. Там бывает такое, что не выброс и так далее. Но по большей части всегда оно срабатывает. Кучность хорошая, зависит от насадок дульных. У меня несколько насадок, но я вот как поставил одну насадку много лет тому назад, получается у меня получок, три риски, все. Я все выстрелы делаю только этой насадкой, мне больше никакой и не надо. Вот. Этого достаточно. Ну, я рад, что мне удалось открыть, посмотреть. Это здесь, именно в Пикси. Совершить здесь. На памяти будет у меня. Вспомнить будет, что вспомнить, как говорится. Открыл вот этот в Тикси буду говорить только. Открыл и посмотрел вот эту гильзу латунную. Все. Вот сам газоотводный поршень. Он уже какого-то нержавеющего металла. Вот. Полную разборку не делал никогда, вот, вообще оружие полностью.
Вот имеется в виду всех вот этих мелких деталей. УСМ тоже там. В основном чищу вот только вот эти по неполной разборке. Хорошее ружье. Ну это не реклама, конечно. Ну вот так вот получился плов. Мужики уплетают. Якутский плов из якутского барана. Вообще, Да. смак. По-простому изготовлен. И это все как бы еще украшается небольшим этим, да? Как его? Дарханом, да? Водой. Вода из дархана. Чистая вода. Вот. Прозрачная чистая вода. Наша Дархан. Вот так вот обедаем. Охотники. Настоящие охотники так обедают. Здесь, за полярным кругом, на берегу моря. Южный берег Северного Ледовитого океана. Да, южный берег. На курорте, короче, мы находимся. на море. О, да. Мы на море. Вообще, балдеж. Балдеж. Свое море. Да, да. Правда, оно еще не скрылось, да? Ну ничего. Июнь месяц. Вот так вот у нас. Так, после обеда мы сейчас пойдем работать. Нужно помыть всю посуду, высушить и выдвигаемся работать. А время у нас рано. Всего лишь час дня. И самое что удивительное, друзья, час дня или час ночи. Здесь всегда одинаково светло. Это тундра. Вот такую постановку дров я увидел именно в ребят на севере, именно в тундре. Дрова заранее, весной, осенью, ну осенью, летом, осенью имеется в виду, находится, ставится вот так вот елочкой, и потом зимой вот так вот только макушка торчит. На самом деле это столбы длиной 2-2,5-3 метра. Но в данный момент мы видим то, что всего лишь метр торчит. Значит, 2,5 метра, соответственно, ну, толщину льду вы можете, снега вы можете понять. Сейчас мы будем готовить дрова. Половина нашей бригады, которая здесь вот живет в этом домике, готовят участок для складирования добычи. Это тоже отдельная тематика. Очки мы носим здесь не для того, чтобы выглядеть круто, вот, а для того, чтобы защитить свои глаза от вот этой вот постоянной светящейся однотонной картинки. Ну тут черные объекты тут есть как бы. И сейчас не так светло, но все равно глаза очень сильно напрягаются от этой белизны постоянной. Вот. Здесь все носят очки, все. И женщины, и взрослые, и малые. Гаврил, пожалуйста, чуть-чуть покрупнее. Эти даже прям целиком закидывай их, не кали. Они прям целиком пойдут. Да. Почему вы носите очки? Вы как бы рэпер или как? Нет, я не рэпер. А тогда почему носите все время очки? Я тут впервые, Ага. и мне вот посоветовали, чтобы я носил тут отражение солнца. Мгм. Ну, зайчий этот, Глазки. да, можно хоть сказать. Заячьи глазки хочет поймать. Вот лебедь пролетел только что, классно так
пока мы тут стояли, рассуждали про заячьи глазки. Я